Ассаляму алейкум! Вас приветствует программа Джанлы Студио. И сегодня у нас в гостях один из лучших исполнителей Украины, играющий на народных духовых инструментах, Олег Донич. Дорогие друзья, хочу вместе с вами поприветствовать нашего гостя. Как я уже говорила, у нас сегодня в гостях один из лучших исполнителей Украины, человек-оркестр, музыкант с большой буквы Олег Донич. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Я первое, что хочу сделать, это пожать вам руку. Спасибо большое, мне очень приятно, что музыканты такой величины играют у нас в студии. Спасибо большое. Олег, вы играете более чем на 17 духовых инструментах. Что это за инструменты? Я знаю, что некоторые из них старинные, и о некоторых из них я даже не слышала. Да, есть более примитивные инструменты народные, но, как правило, все народные, только несколько классические. Например, если взять сначала, это тылинка гуцульская, это просто трубка разного диаметра, может быть, и разной длины. Обертоновый звукоряд. Гуцулы играют одним пальцем перед дуванием. Принцип трембиты. Трембита тот же самый принцип, тот же. На трембите тоже играл. Трембита. Есть тоже гуцульская фрилка без свистка, как сопилка, или флуэра молдавский без свистка. Это она маленькая, короткая, длинная, большая. Это получается флаяра. Гуцулы тоже играют. Дрымба. Гуцульский и в Якутии тоже играют. Все знают, наверное, этот инструмент. Береста называется тоже. Или сейчас используют не бересту, а целлофановый просто как бы пакет. Просто птичек имитируют. Из более профессиональных это кларнет, флейта пана.
В основном в Молдавии и в Румынии даже в консерватории обучаются на этих инструментах. Очень сложные произведения играют. Сложные инструменты достаточно. Еще есть двуденцівка, две сопилки вместе, склеены, играются двумя руками. В терцию, там, сексту, в разные интервалы музыкальные. Играл еще, начинал вообще с фортепиано и волынка. Тоже у многих народов присутствует. Гайда, чимпой называется в Румынии, в Молдавии. Игре на каких музыкальных инструментах было сложнее учиться? Одни из самых сложных это как панфлейта. Постоянно надо быть в форме. Несколько дней не позанимайся, и сразу идет регресс. То есть не прогресс, а наоборот. Кларнет тоже сложный инструмент. Там много воздуха. Дудочка не полегче все будут, в принципе. Но гуцульские вот инструменты, и кавалы, вот болгарские взять, или молдавские, или гуцульская, вот флояра, допустим, они без свистка. Там надо попасть точно на правильный угол, чтобы рассекалась струя воздуха правильно. Чтобы даже вот один звук, чтобы воспроизвести, это очень сложно. Это надо... У меня ушло около, по-моему, неделю. 5 или 6-7 дней в среднем, чтобы я только научился на этой тылыночке дуть просто.
Расскажите о своем музыкальном образовании. Я знаю, что вы занимаетесь музыкой с 4 лет. Училище, еще одно училище, потом университет Драгоманова, в котором произошел случай, который изменил вашу жизнь. Начал с 4 лет. Отец заставлял на фортепиано меня заниматься. Хотел маленького гения воспитать, как многие очень сильно хотят. И, как правило, фортепиано это... Отец музыкант? Да. Он играл с 3-4 лет на свадьбах. Он из-под Молдавии, 15 километров, село Садова, Могилев-Подольского района. Раньше была проблема с пластинками, был дефицит записей. Я как-то ловил там с отцом румынское радио молдавское и пытался имитировать. Там более простенькие вещи были, какие-то произведения. Снимал, записывал на слух. Пытался. Один раз не так снял, еще раз. 3-й, 20-й, 10-й. Потом уже понял группировку нот. То есть у меня с диктантами на слух было все в порядке. И вы с успехом поступили в университет? В Драгоманово проучился год, потому что там мой коллега, сын этого мастера старшего, был цимбалист. И мы вместе хотели вот делать наш ансамбль, создавать репертуар и дальше как-то существовать в этом амплуа. А потом он уехал в Канаду, получилось с ансамблем песни и пляски. Нужны были цимбалы там, он там и остался. И потом, после этого, поступило предложение, вот мы как-то еще до этого играли вместе с ним, у нас было человек 5 или 6, маленьким составом, таким тарафом, румынскую молдавскую музыку в посольстве Румынии. И там помогли мне, посол румынский говорил, что есть такой обмен учениками между Украиной и Румынией, что можно будет там поучиться, если вы желаете. Я говорю, с удовольствием бы поучился. Душа лежала более к румынской музыке, интересно, видно корни, у нас тоже оттуда. Фамилия Донич, она молдавская вообще. И моего прапрадеда изучают в школах молдавских. Он писал фабули, сборник, как наш Глибов или Крылов. Писал фабули, то есть басни молдавские. И потом я выбрал, там 2 консерватории такие, получается, в Бухаресте, в столице, и в Клуж-Напока. Город такой, это столица Трансильвании считается, как центральный город такой. Там в основном мадяров очень много, венгров. И получилось так, что я туда попал. В консерваторию поступил на 1-й курс. То есть как бы забронированы места, нам платили стипендию $50 тогда, в те времена. Как-то хватало более-менее нормально. Все было хорошо. Почему вы там не остались? Все-таки выбрали родину? Ну, все-таки, понимаете, я чувствовал, что все-таки Румыния как бы это хорошо, но ближе дома все-таки. Корни. Если меня свыше здесь родили, я должен здесь, в принципе, остаться и умереть. Я так думаю, в принципе. Ну, что у каждого человека есть свое предназначение. Я считаю, что, в принципе, кто меняет страну, это тоже не сильно хорошо. Поучиться можно, в принципе. Я думаю, что сверху виднее, всем Богу, который нас где-то сеет, допустим, семя, мы возрастаем в какой-то стране, значит, это для нас лучше. Он больше знает за нас, я так думаю, в принципе. Может, я не прав, может, ты прав, не знаю. Может, у каждого своя философия. Да, каждый думает по-своему, так что не буду это как аксиому кому-то утверждать.
Олег, я очень рада, что вы приехали в Украину, вернулись, и что вы здесь возрождаете украинскую музыкальную культуру и делаете такое просто неоценимый вклад. Спасибо. По поводу музыки украинской и румынской, в чем схожесть и в чем отличие? Просто там в мелодии используются очень сильно разные мелизматические какие-то приемы, можно так даже, если можно так выразиться. Что вы сейчас будете Например, демонстрировать? дойночка, одна дойна называется, это произвольное такое произведение напевное вне ритма, то есть только гармония меняется. Спасибо. Например, еще есть, допустим, очень много там зон разных есть. Например, Сербию мы уже сегодня исполняли, сербские. Это под Сербию, которые регионы живут, там Банат называется. Есть, например, Добруджа. Там, как правило, жампарали или 7/16 семерочки исполняются, похожие на Болгарию. Например, такие. Классно. Очень много сырбы есть на триоле, которые распространены, допустим, даже в Италии есть. Вот армяне играют, грузины триолями. У нас, как правило, что-то не сильно распространена сырба. Мы в основном заимствуем, если играем молдавские танцы или там еще какие-то танцы народов мира. А в чем все-таки схожесть? Схожесть. Я бы не сказал, что очень сильно есть схожесть между нашими музыками, в принципе. Вот в гуцульских, например, мотивах есть? Гуцульские есть некоторые лады, да, есть четвертой повышенной. Очень сильно с еврейскими есть, вот гуцульский тоже. Гуцульский даже не знаю, как он. Вот такого плана. Вот есть некоторые моменты, да, вот ладовые, они похожи с румынскими. А в основном я мог бы сказать, что вот там сильно распространена сольная практика пения. Вот именно не такого хорального, как у нас, в основном хоры распространены были. А там в основном сольное пение. И инструментал очень сильно развит. Karadeniz
Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо, что пришли к нам и осветили нашу передачу своим присутствием. Я очень рада была сегодня с вами познакомиться и услышать вашу музыку. Спасибо большое. А на этом все. Программа Gentle Studio еще не раз вас удивит. Оставайтесь на телеканале АТР.